Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В маршрут круизов теплохода Петр Великий войдет Туркменистан. Назначен Хаким Этрапа Кяризек города Аркадак. В Международном университете нефти и газа пройдут дни открытых дверей и другие новости. Морской порт Туркменбаши включат в маршрут морского круиза на российском теплоходе «Петр Великий». Первые круизы, запланированные для нового судна, будут проходить по Каспийскому морю. Туристы смогут посетить Россию, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и Иран. Также в будущем лайнер объединит в своих маршрутах порты Каспийского моря с портами Азовского, Черного и Балтийского морей. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил Микана Даглотова хакимом Этрапа Кяризек города Аркадак. Этрап Кяризек наряду с Этрапом Горджоу был образован в составе города Аркадак в соответствии с принятым в прошлом месяце Меджлисом Туркменистана постановлением. 26 апреля и 3 мая Международный университет нефти и газа имени Яшкельды Какаева проведет в Ашхабаде дни открытых дверей для молодежи, желающей поступить в вуз в новом учебном году. Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с организацией учебного процесса, направлениями подготовки, созданными условиями для учебы, проживания, культурного досуга, а также занятий спортом. Мероприятие начнется в 15:00. День открытых дверей будет также проводиться в эти даты в Балканабадском филиале университета. Команда Международного университета гуманитарных наук и развития приняла участие в конкурсе по международному частному праву и международному коммерческому арбитражу в Вене. Конкурс собрал 1100 арбитров и более 2500 студентов со всего мира. Туркменским студентам довелось принять участие в общем раунде устных слушаний, где они представили свои меморандумы от имени истца и ответчика. Сердечные поздравления герою Туркменистана и Российской Федерации космонавту Олегу Кононенко по случаю отмечаемого сегодня Дня космонавтики направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Они пожелали Олегу Кононенко крепкого здоровья, благополучия и высоких достижений в ответственной деятельности. В Испании в экспериментальном порядке планируется ввести 4-дневную рабочую неделю. Валенсия станет первым городом в мире, который в течение месяца примет участие в эксперименте по внедрению 32-часовой рабочей недели. Эксперимент завершится 7 мая. За это время будет проанализировано, как сокращение рабочей недели отразится на самочувствии и благополучии жителей города, на экологии и экономике, торговле и уровне гостеприимства. Кроме субботы и воскресенья, выходными в Валенсии на месяц объявлены также понедельники. Ряд общеобразовательных школ штата Флорида планирует перевести на круглогодичное обучение. Делается это для того, чтобы ученики смогли наверстать упущенное за время пандемии, а также для снижения уровня преступности, который каждый раз увеличивается с наступлением летних каникул. Круглогодичная программа будет введена в нескольких школах штата. В случае, если нововведение даст заметные положительные результаты, опыт будет применен во всех остальных школах региона. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский Манчестер Сити на своем поле добился убедительной победы над немецкой Баварией. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. В составе победителей в первом тайме отличился Родри, а во второй половине Бернарду Силву и Эрлинг Холланд. Ответный матч 1/4 финала пройдет в Мюнхене 19 апреля. В полуфинале победитель пары между Баварией и Манчестер Сити сыграет с лучшими в противостоянии испанского Реала и английского Челси. В другой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов итальянский Интер со счетом 2-0 на выезде победил португальскую Бенфику. В составе миланцев забили Николо Барелло и Ромелу Лукаку. Ответный матч 1/4 финала команды проведут в Милане 19 апреля. В полуфинале сильнейший в паре Интер-Бенфика встретится с победителем противостояния Милана и Наполи. Напомним, финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский Реал. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.